Доброе утро, дорогая республика. Понедельник, 7:00, телеканал «Якутия-24». Как всегда, приветствует наших любимых утренних телезрителей. Вы смотрите «Утро Якутии». С вами эту неделю будем просыпаться мы. Это Павел Танин и Дарья Анкехова. Ну и, конечно, вся наша большая утренняя команда. Да, не убавить, не прибавить, поэтому прибавлять не буду, убавлять тоже. Всем доброе утро, давайте начинать. И в самом начале, конечно же, узнаем, что сейчас за окном происходит. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 48 градусов. В заречной группе 50-41 ниже 0. В южных 43-38 со знаком минус. В Вилюйской группе 42-36, Нижеленских 43-40 ниже 0, в западных до минус 42. В Колыме-Дигирской группе улусов 35,2 градуса со знаком минус, в Янских 39-26 градусов мороза. На северо-западе ожидается до минус 29. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 46 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер восточный до 1 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 47 градусов. Ну и на фоне этого, к счастью или к радости ли, скорее всего, к счастью учащихся, но к горю родителей, сегодня в городе Якутске объявлен актированный день для учащихся с 1 по 8 класс. Ну, так сообщает, во всяком случае, официальный телеграм-канал Управления образования. То есть этим ребятам можно еще, наверное, чуть-чуть, но поспать. Но уроки и, так сказать, школьную программу никто не отменял, поэтому не расслабляемся. Ну и следим за новостями, потому что на этой неделе погода переменчива. Говорят, вроде бы как к среде должно немножечко потеплеть, ну а в целом, конечно, морозы уже не шуточные. Вот, и это, конечно, немножко пугает. Но, чтобы не пугаться, встречайте утро с нами и будете в тепле его проводить, хотя бы в каком-то душевном тепле, что ли, уюте, потому что у нас всегда здесь уютно и тепло. Ну, а раз мы говорим о том, чтобы следить за новостями, давайте этим мы и займемся прямо сейчас. И наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Сенаторы поддерживают усиление контроля за реализацией национальных целей развития и нацпроекты со стороны Счетной палаты и контрольно-счетных органов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, выступая на заседании Координационного совета при ведомстве. Он указал на необходимость максимально точно расходовать бюджетные средства при выполнении национальных целей развития до 30 года. Для палат регионов взаимодействие со Счетной палатой является приоритетом, подчеркнул парламентарий, напомнив, что ведомство получило порядка 40 проверок текущего года в план своей работы именно по инициативе Совфеда. Новый год без задолженности. С 1 по 31 декабря фонд капремонта Якутии проводит акцию по оплате взносов без пени «Прощенные дни». Согласно условиям акции, выставлены объединенные начисления за ноябрь и декабрь. Поэтому многие жители, получив счета с двойной суммой, были крайне удивлены. Как разъяснили в ведомстве, те, кто оплачивают ежемесячно, могут разделить платеж и во время прощенных дней оплатить взнос за ноябрь, а декабрьский взнос внести в январе. А если оплата производится сразу за 2 месяца, то счета в январе будут нулевыми. В связи с условиями акции фонд выставил объединенные начисления за ноябрь и декабрь. Для списания пени необходимо погасить текущую задолженность, в том числе и начисления за декабрь. Если у вас долгов нет, то при оплате через официальный сайт фонда можно разделить платеж и оплатить только ноябрь. В случае оплаты и за декабрь в январе придут нулевые счета. Призываем жителей республики встретить наступающий Новый год без долгов. Около 50% россиян считают, что китайский язык через 5 лет станет востребован наравне с английским, следует из исследования РИА Новости. Уточняется, что развитая цифровая инфраструктура и разнообразные экосистемы Китая делают эту страну востребованной площадкой для обмена опытом и лучшими цифровыми практиками. Кроме того, интерес к изучению китайского и китайской литературы растет среди людей разного возраста и профессий. Так, дети учат язык, считая, что владение китайским будет хорошим преимуществом в будущем. Библиотека, расположенная в Залаге, начала новую главу своей истории. Совсем недавно она открыла свои двери для читателей
в обновленном формате после капитального ремонта. Ну и это не все изменения. Теперь она носит название «Заложная библиотека». Пользователей встречает просторный холл, витрины, которые позволяют представлять как книжные коллекции, так и работы мастеров. Для юных читателей есть отдельный зал. Еще одно ключевое изменение произошло с объединением читального зала и абонемента в единое открытое пространство. Мы очень долго ждали этот ремонт. Последний раз здесь он был где-то 30 лет назад. И коллектив библиотеки, конечно, очень рад этому, очень рады наши читатели. У нас с 2021 года идет постоянный проект, который называется «Знакомьтесь, Залог». Это экскурсионный проект. Мы собиратели, хранители истории Залога. Уже вылилась эта наша работа вполне в музейную работу. И я провожу экскурсии с 2021 года. На встрече земляков-нюрбинцев в «Триумфе» представители спортивной общественности представили брендбук и символ предстоящих в 2027 году 9-х игр народов республики. Также был представлен официальный символ игр «Сокол», разработанный по эскизу Арианы Евсеевой. Этот оригинальный образ отражает дух игр, спорт и культуру Нюрбы. На встрече также состоялось знакомство с амбассадорами игр. Присутствующие первыми увидели тех, кто станет лицом грядущего спортивного праздника, именитых спортсменов, уроженцев Нюрбинского района, которые будут представлять республику на высоком уровне. Спасибо нашим коллегам. Ну а пока мы все спали, да, вот эти отсыпались выходные, появился ответ на распространенный вопрос, как провести долгие январские каникулы. Потому что сейчас его задают миллионы россиян. Мы же все-таки масштабы немного снизим и узнаем, как на него отвечают жители Якутии. Очень интересно, но и, собственно... Статистика показывает, да, что планы у якутян они достаточно разные. И порой они зависят не столько от кошелька, сколько от желания души после трудного года. Вот, Например, да, каждый третий горожанин дал самый популярный и понятный ответ: буду сидеть дома. Для них каникулы — это глоток спокойствия, когда можно наконец-то выспаться без будильника, досмотреть сериал или дочитать любимую книгу, которую они так долго откладывали. Или просто выйти на улицу не по делам, а чтобы бездумно прогуляться или просто подышать свежим воздухом. Для такой категории людей Новый год — это время для некой перезагрузки. А для некоторых Новый год — время не только для отдыха. Каждый пятый, а это целый 21% опрошенных, встретит праздник на рабочем месте. За этой цифрой стоят, конечно же, дежурные смены. Это врачи в больницах, сотрудники коммунальных служб и многие другие, кто обеспечивает нашу комфортную жизнь и безопасность в эти морозы. И, конечно же, им наше огромное человеческое спасибо. А есть и те, для кого манит дорога. Около 5% это искатели новых впечатлений. Они планируют провести каникулы в путешествии, увидеть, например, новогоднюю Москву, огни Петербурга, или уехать в теплые края и встречать Новый год не возле елки, а лежа под пальмой на берегу моря. Ну а самая философская группа — это почти четверть опрошенных. Они пока не решили, чем будут заниматься в эти выходные дни. Да, у них все еще впереди, и, наверное, от этого они счастливы, потому что некая неопределенность и какой-то простор для творчества, придумывания своего отдыха, скорее всего. Ну вот для тебя новогодние праздники, все-таки ты в какую категорию попадаешь? Я попадаю в категорию людей, которые считают, что кое-какой создатель видеоигр Хидео Кодзима гений. Я вот к ним отношусь, поэтому да, я, скорее всего, проведу дома эти праздники, ну, с периодическими какими-то вылазками на разного рода мероприятия, какие-то и эти празднества, да, посещение каких-то мест. Тем не менее, большую часть, скорее всего, проведу дома, потому что, а почему нет? То есть ты такой относишься кто мне к большинству. что сделает? Да. Кто мне что сделает? А вот как хочу, так и провожу праздники. Все верно. Ну и мы, конечно же, продолжим сейчас обсуждать новогоднюю тему. И впереди у нас наш адвент-календарь. Ну, как мы видим, уже 15-ю коробочку нашего адвент-календаря мы вскрываем. И вот, возвращаясь к предыдущей теме, как бы мы ни планировали провести новогодние каникулы, оно остается общим, неизменным для всех. Это непосредственно встретить сам праздник. И тут самое время вспомнить про наш адвент-календарь, в котором спрятаны интересные факты, идеи или даже задания.
И сегодня у нас и идеи, и задания в одном моменте. Это праздничное застолье, которое никогда не обходится без красивой посуды. Особое место среди нее занимает хрусталь. Это как раз то, что касается нашего задания. Хрусталь ведь нужно подготовить к новогодним праздникам. Ну а что касается идеи, сегодня в нашем адвент-календаре как раз советы по тому, как хрусталь мыть. Давайте посмотрим. Ну вот, скоро приближается Новый год. Мы готовимся к Новому году и достаем свои хрустали и моем. Хрусталь, они достаются очень редко из шкафа, и поэтому они пыль оседает на них, потом их надо мыть. Хрусталь моется в холодной воде, не в теплой, не в горячей, а прохладной воде. При производстве хрусталя добавляют здесь оксид меди или оксид серебра. Поэтому, когда мы его будем мыть, моются они в горячей воде, хрусталь мутнеет. Мутнеет это из-за чего? Из-за горячей воды, потому что здесь появляются микротрещины. Это значит, вы хрусталь испортили, если моете в горячей воде. Прохладную воду, комнатной температуры или даже чуть попрохладнее, мы добавляем каплю любого моющего средства и добавляем соду обязательно. Можно пищевую или такую кальцинированная сода специальная есть в магазине, они копейки стоят. Это хрусталь, он где-то, наверное, с 90-х годов, он у нас в России, где гусь хрустальный, там его делают. И при производстве гуся хрустального, они добавляют оксид меди. Ага, и еще хрусталь, чешские хрусталя, богема и так далее, и некоторые зарубежных странах они добавляют, при производстве, например, серебро. Поэтому звенят. Потом при ополаскивании тоже ополаскиваем в прохладной воде тоже хрусталь. Вода тоже должна быть совершенно прохладная. Ни в коем случае не горячая. Тогда будет хрусталь блестеть, и ничего с ним не будет. Тем временем до долгожданного времени волшебства чуда и уюта остается чуть более 2 недель. И порой как раз-таки ожидание праздника может нагнать небольшую грусть, что праздник надо дожидаться, и последние дни могут тянуться до невозможного долга. Да, у нас есть совет, как с грустью побороться. Выручит чашечка теплого чая. Да если еще и со сладостями, то грусть, наверное, как рукой может снять. Так что вам совет на вечер. Устройте чаепитие с друзьями, с семьей, неважно, главное, в кругу близких и понимающих людей, тогда эффект успокоения многократно может увеличиться. Тем более для чаепития сегодня есть хороший повод. Это праздник День чая. А учитывая, что сортов этого напитка огромное множество, вам задание на день подумать, какой бы вы чай и с какими бы десертами отведали этим вечером. А мы пока узнаем, какими еще событиями знаменателен сегодняшний день. На календаре 15 декабря. Сегодня отмечают День образования радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации. По народному календарю – День Аввакума. На Руси в этот день было принято молиться о крепком сне. Также на Аввакума наблюдали за приметами погоды. Обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Этот день в истории. 1905 год. В Санкт-Петербурге основан Пушкинский дом. 1926. Зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы «Шкода». 1966. Открыт спутник Сатурна Янус, который называют двуликим. В этот день родились Гюстав Эйфель, французский инженер-строитель, Антуан Анри Беккерель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат, Николай Никитин, советский архитектор и ученый в области строительных конструкций, Борис Грызлов, российский политический и государственный деятель. Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Мира, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара и Федор.
С сегодняшнего дня по 23 декабря в Якутии пройдет большое событие — образовательная декада Арктики. Ее организует Центр подготовки рабочих кадров «Арктика», который в этом году празднует свой 5-й день рождения, 5-летний юбилей. Мероприятия будут идти целую неделю не только в Якутске, но и в отдаленных поселках, таких как Тикси, Жиганск и Верхоянск. Что же ждет жителей арктических районов? Обо всем об этом нам прямо сейчас расскажет директор центра Алевтина Аргунова. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте поговорим для начала вообще, да, что это за мероприятие такое, да, ну и с чем работает ваш центр. Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» — это государственное бюджетное учреждение. Оно было создано путем слияния трех многопрофильных лицеев. Это в поселке Жиганск, в поселке Тикси и в поселке Батагай Верхоянского района. И вот за 5 лет была проведена определенная работа для того, чтобы точечно отработать подготовку квалифицированных кадров для жителей арктической зоны. И мы решили вот в этом году провести образовательную декаду для того, чтобы охватить население, для того, чтобы население больше узнало, для того, чтобы профориентацию провести среди школьников, но и, наверное, для вот всех заинтересованных лиц, которые бы хотели работать в арктической зоне. Ну вот немного цифр. 325 специалистов выпустилось за 5 лет. И расскажите, каким, наверное, самым нужным профессиям они обучились, да, и насколько легко потом им найти работу? Да, действительно, за 5 лет у нас подготовлено 325 специалистов со средним профессиональным образованием. Кроме этого, у нас по дополнительным программам охвачены около 1300 тоже слушателей. То есть эти все люди, которые на самом-то деле проживают в арктической зоне и, соответственно, получают рабочие профессии, профессиональное обучение вот в стенах, скажем, не отходя, даже не выезжая из своей, скажем, территории. И в целом надо сказать, что все мы понимаем, что жизнеспособность в Арктике — это, во-первых, суровые климатические условия, отдаленность от центра, да, и поэтому для нас вот важно то, что они у нас и очень такая тесная работа с работодателями, потому что мы все знаем, что инфраструктура — это обеспечение, скажем, таких профессий, как электромонтеры, инженеры, не инженеры, а мастера, в общем, инженер инфраструктурных жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, да. И второй, наверное, тоже самый такой жизненно важный блок — это транспорт и логистика. Это водители вездеходы, водители категории Б, вот по которым у нас большое количество получает рабочих профессий. И, конечно, это социальная сфера, сфера услуг, парикмахерские, значит, фотографы, кондитеры. То есть вот такая вот область, которая неразрывно связана с инфраструктурой Арктики. Ну вот сейчас на фотографиях мы видели, да, как проходит процесс обучения, да, достаточно много фотографий было, и мы заметили, что открываются ведь мастерские, потому что обучаться-то надо где-то и на чем-то, да? И вот этими мастерскими пользуются только студенты или все-таки возможность у местных жителей появляется и новые возможности открываются для местного населения? Вот благодаря федеральной программе и поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики у нас созданы вот в нашем центре непосредственно 9 мастерских профессиональных, которые оснащены современным технологическим оборудованием. И мы вот всегда за то, чтобы эти центры стали как центры компетенций, образовательные центры не только для студентов, для школьников, как профориентационные, да, центры, чтобы там определиться по профессии, но и также, наверное, для жителей вот, каждого, значит, этого района. Потому что мы считаем, что вот в условиях Арктики попробовать себя, повысить свои и получить какие-то новые компетенции, возможно, вот даже для развития маленьких стартапов. Ну, то есть на примере, вот, опять же, да, допустим, какая-то кондитерская мастерская, да, можно же прийти, посмотреть, твое, не твое, если вдруг твое, пройти обучение, ну и, собственно, чтобы это все перешло уже в профессию, которая будет приносить доходы. Вот буквально мы вот на днях, да, вот в Тикси мы открыли большую мастерскую сети фермерства. Это вот учитывая то, что у нас как бы Тикси — это очень отдаленный такой район, и вот как раз-таки для каждого жителя, наверное, Слега будет оказана консультативная помощь по посадке растений, там, скажем, микрозелени, да, то есть это как бы получается круглый год они будут иметь свой огород.
Ну, вот вернемся к декаде. В рамках нее запланированы встречи с главами арктических районов и работодателями. Опять же, какие, наверное, важные вопросы планируется обсудить и что в первую очередь нужно решать, если есть какие-то проблемы на сегодняшний день? Но мы решили этот блок тоже затронуть, потому что все-таки подготовка кадров, да, востребованных, и в целом создание условий, это как раз-таки вот те обязательства, на которые себя берет и глава муниципального района, со стороны, значит, Министерства образования и науки, наша профессиональная образовательная организация, да. Это как раз-таки, это не только вот ответы на сегодняшние реалии, это как раз-таки работа на ближайшие 10-15 лет, потому что мы все знаем, что у каждого района есть свои точки роста, да, новые какие-то инфраструктурные проекты, в которых участвуют большие работодатели. Возможно, даже это связано с такими промышленными объемами, да, и поэтому вот для нас очень важно, чтобы услышать друг друга, сопоставить и определить для себя перспективы на ближайшие вот 5-10 лет. Но если мы говорим все-таки, вновь возвращаясь, да, к мероприятию, да, помимо вот главных ключевых моментов в плане образования, да, какие-то дополнительные интересные мероприятия будут проходить, в которых могут принять участие жители? Само собой, вот как раз-таки, как мы уже сказали, это в поселке Жиганск, в поселке Тикси и в поселке Батагай. У нас вот вся неделя, почти каждый день расписана. У нас будут спортивные мероприятия, состязания между студентами, между молодежью этого наследия. Да. Кроме этого, мы организуем, как мы знаем, мы находимся в преддверии нового 2026 года, и у нас будут организованы мастер-классы для жителей района. И мы вот приглашаем принять участие и семьи со своими детьми, чтобы тоже посмотреть, вот какие, например, навыки, какие пробы можно пройти для своих старшеклассников. Ну, вот сейчас в арктических районах вместе с вашим центром работают 8, да, если не ошибаюсь, колледжей и техникумов. Есть план, может быть, какой-то, чтобы в каждом районе было свое профессиональное училище, охватить всю для нас, республику? да, спасибо за вопрос. Для нас это важно, чтобы вот в каждой муниципальном районе, даже вот в арктической зоне, в 13, да, у нас существовало доступное образование, потому что и вот как раз-таки вот все вот наши 8 профессиональных образовательных учреждений, это включая Якутский медицинский колледж, Нерингринский медицинский колледж, Вилюйский профессиональный педагогический колледж, да, вот колледж Аяру Стара, который в городе Якутске, да, Намский педагогический колледж, вот как раз-таки это колледжи, которые открыли у нас группы вот в этих, в 11 районах, муниципальных районах. У нас есть также востребованность, мы изучаем прогноз потребностей в кадрах в тех или иных районах, и вот у нас есть на следующий учебный год тоже свои планы по открытию специальностей новых, да, и вот, например, вот Федеральный государственный институт Чурапчинский физической культуры и спорта будет открывать свою группу уже в Среднеколымском районе. Но это для того, чтобы вот готовить кадры. И вот здесь как раз мы говорим о трудоустройстве, то есть эти кадры, они уже привязаны к определенной вакансии. Поэтому у нас вот процент трудоустройства составляет порядка 70%. Высокий показатель очень. Здорово. Ну, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы надеемся, конечно, и уверены в том, что эта неделя пройдет очень насыщенно для жителей арктических районов. Ну, а в целом мы знаем, что нас смотрят на севере, и поэтому, пользуясь случаем, хотим передать всем жителям арктических районов пламенный огромный привет и поздравляем всех с наступающим новым 2026 годом. Ну, а вам хорошего дня и успехов в дальнейшей работе. Спасибо. Вот. Ну а мы сейчас вернемся опять к теме предстоящих праздников и напомним, да, что ранее мы говорили про опрос якутян на тему, как они проведут праздники. И 5% опрошенных ответили, что планируют путешествие. Если вы в числе этой группы, то рекомендуем вам внимательно смотреть нашу следующую рубрику. Потому что сегодня в очередном уроке финансовой грамотности можно получить несколько рекомендаций касательно путешествий. Как выбирать отели, как сэкономить на отдыхе и при этом не попасть в неприятную ситуацию, узнаем далее. В пик туристического сезона бывает трудно найти отельные номера по приемлемым ценам. Зато владельцы квартир, частных домов нередко предлагают варианты существенно дешевле гостиниц. Безопаснее всего подбирать апартаменты или коттеджи на популярных сайтах бронирования жилья. Они, как правило, проверяют объект перед тем, как разместить свое объявление.
Там же вы можете познакомиться с отзывами путешественников, которые ранее уже останавливались в этих квартирах или апартаментах, или домах, и вам будет проще понять, подходит ли вам такой вариант размещения или нет. На развлечениях тоже можно сэкономить. Для детей и пенсионеров билеты часто стоят дешевле, а многодетные семьи в России могут бесплатно посещать федеральные музеи, парки, выставки. Но при этом не забывайте брать с собой документы, подтверждающие право на льготы. В центре города, в аэропортах, на вокзалах продавцы всегда завышают ценники на товары, особенно на сувениры. Поэтому не стоит откладывать покупки на последний момент и платить втридорого. С ресторанами ситуация такая же. Если будете наугад выбирать заведение рядом с самыми популярными туристическими местами, это наверняка сильно ударит по отпускному бюджету. Чтобы избежать разочарований, лучше заранее составить список кафе с интересной кухней, доступными ценами и отметить их на карте. Так вы будете сразу понимать, какие из них неподалеку от вашего маршрута. Не лишним будет заранее продумать способы передвижения. Во многих городах действуют единые карты оплаты для разных видов общественного транспорта. Например, по одной карте можно ездить на метро и автобусах, а также на пригородных электричках. Это выгоднее, чем оплачивать каждую поездку отдельно. Продумайте, как оставаться на связи в поездке. Если роуминг вашего сотового оператора очень дорогой, вероятнее будет выгоднее купить местную сим-карту. Ну, либо можно подключиться к Wi-Fi, который есть практически в каждом отеле. В кафе, в магазинах и других общественных местах тоже можно подключиться к интернету. Но здесь нужно задуматься о безопасности, потому что открытые подключения, они грозят утечкой данных. Поэтому желательно ими не пользоваться, когда вы ходите в свой онлайн-банк, либо оплачиваете покупки картой на сайте. Пожалуй, главный совет – лучше всего от бессмысленных трат защитит хорошо продуманный план. Выясните, когда самый большой наплыв туристов там, куда вы собираетесь ехать. Возможно, вас устроит отпуск в межсезонье. Тогда он обойдется вам намного дешевле. А если ваше путешествие все-таки омрачилось недобросовестным оказанием услуг, то это тот случай, когда неплохо бы знать свои права и уметь их отстаивать с юридической точки зрения. В нашей рубрике «Совет юриста» с нами делятся полезными советами касательно правового поля. И сегодня в очередном уроке мы узнаем о процедуре медиации. Для чего она нужна и как ей пользоваться, расскажет наш юрист. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о процедуре медиации. Что такое медиация? Медиация – это альтернативный способ разрешения споров с помощью третьей нейтральной стороны, а именно медиатора. Медиатор оказывает содействие сторонам, вовлеченным в спор, в поиске взаимовыгодного решения. Процедура медиации является добровольной, к ней можно обратиться на любом этапе – до суда, в ходе судебного разбирательства, на стадии исполнения решения суда. Медиация не предполагает попыток установить, кто из участников прав, а кто виноват. Задача медиатора – лишь помочь участникам услышать друг друга и найти взаимовыгодное решение. Медиатора выбирают сами стороны конфликта. Все детали и вопросы, выясненные на медиации, остаются за закрытыми дверями. И у каждого участника конфликта есть возможность обсудить все, что его тревожит. Большинству конфликтов для разрешения хватает пары сессий всего по 2 часа. Достигнутые по завершению медиации договоренности, как правило, долговечны и отвечают реальному положению вещей. Возможно нотариальное удостоверение медиативного соглашения, которое имеет силу исполнительного документа. Где будет являться эффективной процедура медиации? Это споры между акционерами или учредителями, экономические или трудовые споры, коммерческие споры, а также споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной собственностью. Также медиация осуществима в спорах при разделении семейного бизнеса в банковской и страховой сфере, а также когда нет уверенности в исполнении решения суда. Медиация – это процесс, в котором нет проигравших. Результат не запрограммирован на прав и виноват, а результат удачной медиации может быть самым неожиданным, но всегда выгодным для спорщиков и полностью удовлетворяющим их интересы. Знайте свои права. Ну, мы еще раз повторим эту фразу. Всегда нужно уметь защищать свои права, знать их, но иногда хочется заглянуть немного дальше в то, что готовят нам звезды, особенно когда впереди целая неделя новых возможностей
и решений. Астрологический прогноз на ближайшие 7 дней поможет вам лучше понять свои сильные стороны, выбрать удачное время для важных шагов и, возможно, избежать ненужных конфликтов. Ведь гармония с собой и миром начинается с внимания к знакам, как юридическим, так и зодиакальным. Что ждет каждый знак в рабочей и личной сфере, где стоит проявить осторожность, а где смелость? Традиционный гороскоп на неделю прямо сейчас. Овен. На этой неделе звезды советуют направить вашу энергию в русло планирования. Самое время завершить старые дела, чтобы с чистого листа войти в Новый год. В середине недели возможна небольшая заминка в рабочих вопросах. Не идите напролом, проявите дипломатию. А вот в выходные ждите приятного сюрприза или неожиданного предложения от друзей. Телец. Для вас, тельцы, неделя будет социально активной. Много общения, встреч, возможно, корпоратив. Не закрывайтесь в своей раковине. Новые знакомства могут быть очень полезны. Финансовая ситуация стабилизируется. Возможно, придет долгожданный платеж. Близнецы. Начальство заметит ваши идеи. Не стесняйтесь их высказывать. Однако будьте внимательны к деталям в документах. Будет легко запутаться. Среда и четверг – лучшее время для важных переговоров. А в выходные появится желание сменить обстановку. Короткая поездка за город или даже новый маршрут на работу подарят свежие впечатления. Рак. Вас манит что-то новое. Возможно, мысли о путешествии, о курсах или расширении кругозора. Прислушайтесь к этому зову. Это ваша интуиция ведет вас вперед. На работе может потребоваться изучить непривычную инструкцию или программу, но вы справитесь. Возможно, романтическое знакомство в нестандартной обстановке. Лев. Хорошее время, чтобы разобраться с бумагами. Не поддавайтесь на авантюрные предложения быстро заработать. В середине недели вас может посетить хорошая идея, которая потребует тишины и уединения для воплощения. А в выходные позвольте себе роскошь провести время так, как хочется именно вам. Дева. На первый план выходят отношения, деловые и личные. Звезды рекомендуют искать компромиссы и работать в команде. Один в поле не воин. Одиноким девам возможна судьбоносная встреча там, где меньше всего ждешь. Возможно, в спортзале или в библиотеке. Здоровье требует режима. Весы. Сконцентрируйтесь на рабочих задачах и бытовых делах. Чем больше сделаете сейчас, тем спокойнее встретите новогодние праздники. В четверг и пятницу осторожнее с критикой. Вы можете невольно задеть чьи-то чувства. А выходные – идеальное время для того, чтобы привести в порядок дом и украсить его к новогодним праздникам. Скорпион. Ваше вдохновение будет на пике. Беритесь за хобби и за смелые проекты. Для тех, кто в отношениях, это будет время страстных признаний и романтики, а для одиноких – шанс покорить чье-то сердце. Но следите за бюджетом. Есть риск потратиться на сиюминутные желания. Дети или творческие проекты принесут радость. Стрелец. Возможны важные разговоры с родными и решение жилищных вопросов. Прислушайтесь к мудрости старших. На этой неделе вы особенно обаятельны, используйте это в деловых переговорах. Выходные тянет на приключения, но лучше выбрать уютное путешествие. Например, отправиться на горячие источники. Энергия Земли вас восстановит. Козерог. Вас ожидает много встреч, звонков и переписок. Будьте кратки и ясны, чтобы не утонуть в потоке информации. Уделите время учебе или коротким курсам. Знания очень пригодятся. Близкие родственники, особенно братья или сестры, будут нуждаться в вашем совете. В выходные позвольте себе отдохнуть от суеты с хорошей книгой или фильмом. Водолей. Хороший период для того, чтобы навести порядок в кошельке и спланировать бюджет на праздники. Может появиться возможность подзаработать на своем хобби или нестандартной идее. Не стесняйтесь предлагать свои услуги. В пятницу возможна небольшая суета и нервозность. Дышите глубже. Рыбы. Начинается неделя вашей силы и харизмы. Смело заявляйте о себе, выступайте и предлагайте свои идеи. Вас услышат и оценят. Внешний образ особенно важен. Обновление гардероба пойдет вам на пользу. Но не забывайте давать себе передышку. К концу недели энергия может пойти на спад. Лучший отдых для вас у воды или под звуки любимой музыки. Мы продолжаем наш утренний эфир, и сейчас поговорим о такой очень фантастической о безумии, новости. что вы о нем знаете. Да.
В Китае работает, наверное, самый смелый лифт на планете. Он построен не в небоскребе, как можно было подумать, а прямо в скале вот его туда вот установили. Его задача — поднять людей на вершину огромной скалы высотой 326 метров. Это примерно как 100 этажей вверх. Вот теперь мы понимаем, почему мы сказали безумие. Да? Лифт непростой. Это 3 двухэтажные кабинки гигантов. В каждую помещается 50 человек. Это фактически вместимость автобуса. И этот скальный автобус мчит наверх с бешеной скоростью. Весь путь до облаков занимает всего 92 секунды. То есть вот эти 326 метров, или сколько могу ошибиться в последней цифре, за 90 секунд, просто 1,5 минуты и все. 1,5 минуты, ну не знаю, то ли супер, не знаю, эмоции, то ли страха, то ли вообще эти 1,5 минуты, знаешь, ну, вся жизнь перед глазами, наверное. Да. И все равно, что за стеклом. Вот показывают уже снаружи, и компьютерная графика, кажется. Нет, или с коптера снимали. Но все равно страшно выглядит. А представь внутри вот это вот все, вот эти просторы. Вот мы изнутри можем наблюдать кадры. Но на самом деле все не так страшно, потому что вот эти скалы как бы с боков обрамляют вид, и кажется, что ты все-таки внутри помещения какого-то. А если бы это был какой-то вот просто посреди ничего, посреди скал, столб, на котором лифт туда-сюда ездит, как вот аттракцион. Нет, а тут посмотри, вот даже вот наблюдать за этим сейчас нам, как зрителю, мне уже как-то немножечко страшновато и головокружение некое испытываешь. Но это все психосоматика, естественно, но все же, да. Мне сразу пришла идея, а почему бы вот хотя бы на Ленинских столбах такой лифт не сделать стеклянный, да? Ну, там не подниматься туда-сюда. Не 326 Ну и не с метров. такой скоростью, а медленно поднялись, посмотрели, опустились. Почему бы нет? Ну, интересный вопрос, но мне кажется, все-таки... Здесь весь эффект в высоте, да? Ну, эффект в высоте, да. Если говорить про применение технологий, все-таки мы понимаем, что наши климатические условия, они соответствующие, они имеют особенности. И такая техника, она может зимой очень часто выходить из строя, поэтому как будто бы и не так часто она будет работать. Просто объективно из-за внешней окружающей в этом среды. случае, я думаю, что все-таки это больше аттракцион некий для того, чтобы люди испытали вот эти вау-эмоции, ну и, собственно, тем самым получили адреналин. Адреналин. Ну, вообще, такие развлечения, они, без сомнения, являются испытанием для нервной системы, само собой, потому что это вот как-то вот так вот. И даже если вы невероятный любитель экстрима, это вас тоже касается. Просто такой стресс для вас, наверное, происходит незаметно. Но спору нет, такие вещи держат человека в тонусе. Но поддерживать тонус можно и другими способами, менее страшными, более щадящими и многократно полезнее. Мы говорим про спорт, а в частности про нашу любимую утреннюю зарядку. Да, всего несколько минут разминки, вы почувствуете прилив сил, бодрость и готовность. Если и не горы свернуть, то как минимум достичь всего того, чего хотите достичь сегодня. А в качестве инвентаря всегда можно использовать подручные средства. Как именно, узнаем прямо сейчас. Доброе утро, наша любимая республика. Сегодня мы начнем с зарядки. Так, берем швабру. У нас будет сегодня тренировка табата, да, то есть мы 20 секунд делаем, 10 секунд отдыхаем. Первое наше упражнение, она очень легкая. Швабра нам будет помогать, да. Мы будем держаться и делаем приседания таз назад. Упираемся на пятки, колени у нас фиксируются. То есть колени у нас не должны уходить за носок. Если они уходят, то у нас суставы автоматом травмируются. То есть можем получить травму. Они очень сильно нагружаются. Итак, приготовились. 3, 2, 1 и поехали. Шаг назад, таз назад, то есть. И встаем. Выдох. Полуприсед. Таз назад. Выдох. 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 Молодцы. У нас работает задняя часть ноги. Выдох. Ягодичные мышцы. 10 секунд у нас обычная ходьба. На носочках. Пятками не касаемся пола. Руками работаем. Приготовились. Второй подход. И начали. Таз отводим назад. Выдох. Дышим обязательно. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. Все работают. Никто не отстает. Колени фиксируются. Таз отводим назад. И встаем. Ягодичные напрягаем. Напрягаем. Есть. И ходьба.
Следующее наше упражнение, это у нас выпады. Также держимся и делаем шаг назад, и потом встаем. Понятно, да? Приготовились с левой ноги. Только левая нога. Только левая нога. Когда встаем, выдох. Вдох, выдох. И тут вот у нас уже помогает швабра. То есть если мы физически не можем делать это упражнение, то у нас швабра помогает. Есть. Так, отдыхаем 10 секунд на носочках. Теперь меняем ногу. Приготовились. 3, 2, 1. Шаг назад и встаем. Шаг назад и встаем. Передняя нога 90 градусов на нижней точке. Задняя нога у нас прямая. Дышим. Выдох. Выдох. Есть. Шагаем на месте. Шагаем. Так, следующее наше упражнение. Такие же выпады, но чуть усложненный вариант. Сейчас покажу. Поехали. Все вместе. Шаг назад и потом колено вверх. Шаг назад, вверх. Вдох, выдох. Вдох, выдох. У каждого своя скорость. Кто-то может делать 10 раз, кто-то может делать 5 раз. Это все нормально. Самое главное, технику соблюдаем и побольше движений. Мы вообще должны стараться максимально двигаться. Если мы перестаем двигаться, наш организм автоматически начинает стареть. А нам этого не надо. Вот. Мы должны тренировать ноги, руки, грудные мышцы. Слегка. Вот. Дома тоже можно тренироваться. Выдох. Выдох. Есть. Шагаем на месте. Шагаем на месте. Есть. Так, все вместе давайте сделали вдох на носочках и выдох. Восстанавливаемся. Чем чаще мы дышим, тем у нас организм быстрее восстанавливается. Еще раз. Еще раз. И в конце каждой тренировки мы обязательно должны делать растяжку наших мышц. Если мы не растягиваем, у нас мышцы на следующий день будут болеть. Понятно, да? Берем швабру, делаем наклон в левую сторону и удерживаем 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. В другую сторону. Раз, два, три, 4, 5. Наклоняемся. Держим. Раз, два, три, 4, 5. Вперед наклоняемся. Раз, два, три, 4, 5. Супер. Далее растягиваем ягодичную мышцу. Одну ногу кладем на колено и таз отходим назад. У нас тут прорабатывается, растягивается максимально ягодичная. Держим 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Поменяли. Так. Таз отходим назад. Ой. Ага. И держим. Раз, два, три, 4, 5. И давайте еще раз наклоняемся, таз отводим назад, растягиваем полностью ягодичные и держим. Раз, два, три, 4, 5. Молодцы. Еще раз потянулись вверх. Вдох на носочках и выдох. Похлопали друг другу. Удачного заряженного дня. Всем пока. Ну, после такой активной зарядки необходимо, наверное, немного отдохнуть. И отдыхать мы предлагаем вам с пользой. Ну, как минимум, просто сейчас присесть на диванчик и посмотреть новости, которые нам подготовили наши коллеги из информационной службы. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Правительство продлило отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносом для организации угольной отрасли до 28 февраля 2026 года включительно, сообщается на сайте Кабмина РФ. Также до этой даты угольные компании не будут штрафовать за налоговые и страховые задолженности при условии, что против них не начали процедуру банкротства. Кабмин ввел дополнительные меры поддержки отрасли по поручению президента с 1 июня этого года. В мае, напомню, премьер страны Мишустин обсудил ситуацию в отрасли на совещании. Тогда он подчеркнул, что угольная промышленность – это ключевой сектор, который поддерживает металлургию, электроэнергетику, ЖКХ и помогает решать социальные задачи.
Медицинские и фармацевтические направления для обучения по программам среднего образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры вошли в перечень льготного образовательного кредита, который утвердило правительство в ноябре. Ранее такие займы были доступны для студентов всех специальностей. Также в ноябре Кабмин ограничил число платных мест по одной специальности в медвузах в следующем учебном году. В Центре войн подвели итоги этого года. За прошедший период специальное обучение прошли 2310 школьников, студентов и сотрудников разных отраслей. Одним из важнейших успехов стала победа сборной команды республики на военно-тактических соревнованиях «Путь воина». Курсантов наградили нагрудными знаками за особое отличие в военно-патриотическом деле, буотору и медалями юному патриоту. Также торжественно подписали соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Федерации стрельбы на дальней дистанции с Центром национальных видов спорта имени Манчар. У нас этот 2025 год, урожайный год, потому что курсанты Центра войн впервые, которая проводилась в нашей стране, выиграли. Поэтому у нас восхищение этих ребят, душа радуется, если так сказать. Самая главная задача, мы должны воспитать детей для патриотизма. И не только патриотизма, рука должна защищать Родину. Они должны уметь ходить, бегать, прыгать. И самое главное, их цель, задача – это здоровый образ жизни. На стройплощадке будущего Дворца детства в Мирном нарастили размер бригады. Сейчас там работает 18 человек. Однако этого недостаточно для окончания стройки в ближайшее время. Проблема с персоналом стала одной из главных причин задержки сдачи работ. Из-за этого за каждый день подрядчик платит штраф. Напомню, строительство началось в 2021 году. По планам в здании разместят 4 десятка творческих секций Центра дополнительного образования. Региональный семейный фестиваль «Родные любимые» состоялся в столице республики. Среди активностей творческие мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы и гаражная распродажа от более чем 60 партнеров. Для детей разного возраста организовали 36 игровых станций, интерактивов от активистов движения первых. Не менее яркой частью праздника стала концертная программа. Участие в ней приняли как творческие коллективы, так и изобретательные семьи. Сам фестиваль проводится ежегодно с целью продвижения семейных ценностей и объединения поколений. Фестиваль такой же, как и теплый, такой же, как и само название. У нас сегодня собираются семьи, не только из города Якутска, также есть у нас гости и близлежащие вузы, районы. Да, это очень важно сейчас, в наше время, когда дети все сидят в гаджетах. Это была наша цель, чтобы они наконец-то оторвались и провели время с семьей, пришли сюда и познакомились с другими детьми, с другими семьями, пообщались и провели очень активно свой выходной день. Такой предновогодний, такой, скажем, праздник. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну а мы, в свою очередь, продолжаем говорить о событиях, которые делают нашу жизнь ярче и духовно богаче. И сегодня вечером в Якутске состоится особенный концерт – праздник музыки, танца и детского таланта. В Доме дружбы народов выступят лучшие коллективы и солисты детских школ искусств нашего города. Концерт благотворительный и посвящен он великой теме – завершению юбилейного года Победы. У нас в гостях два человека, которые стоят у истоков этого прекрасного события. Это Христина Лемешева, директор детской школы искусств села Хатаса, и Николай Птицын, директор детской художественной школы города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите для начала вообще, как родилась идея такого большого совместного концерта, почему именно эту тему выбрали, ну и, собственно, как она будет раскрыта? Ну, в течение года школами искусств было проведено множество мероприятий, концертов, конкурсов, поэтому решили поставить достойную точку, подведя итог года. Совместно, вот почему-то не выбрали же конкретно поставить точку у себя, там, допустим, да, в Хатасах, отдельно в городе, а решили объединиться. Почему? В последние годы наша школа искусств очень много совместных мероприятий проводят на разных площадках города. Большие мероприятия, как 9 мая, День города и так далее. Мы на разных площадках проводим также выставки и концерты. Поэтому вот впервые на большой сцене будем вот такое вот мероприятие, такое
Масштабное праздничное мероприятие произойдет. Масштабы и праздник, наверное, оправданы, потому что программа вообще обещает быть яркой. Вот мы, насколько знаем, что выступят не только дети, но и звезды филармонии Якутии, театра оперы и балета. То есть, что еще зрелищного, может быть, ждет зрителей? Ну да, программа концерта включает очень яркие номера юных музыкантов, хореографов, победителей, лауреатов не только республиканских конкурсов, также всероссийских, международных. И также есть совместные номера всех детских школ искусств. Также, вот как вы сказали, да, приглашенные артисты Государственного театра оперы и балета и Государственной филармонии. Здорово. Но помимо концертной программы также будет выставка, да? Вот, Николай, к вам вопрос, да? Какие работы будут представлены, да, и что могут увидеть зрители? Так, ну, совершенно верно, да, что будет выставка, но выставка подразумевается, что не одной нашей школы, да, а из 3 школ, это ДШИ Хатасы и ДШИ Табагай, есть художественные классы. Помимо этого есть еще и в ДШИ номер 2, филиале Тулагины, есть тоже художественные классы, и это все мы объединили и сделали выставку на тему победы. Да. То есть год закрытия победы мы решили так. А как вот дети вообще через живопись, да, графику, другие, может быть, художественные техники вот смогли выразить свое восприятие, да, вот этого темы победы, Великой Победы, и что, наверное, может быть для вас самое трогательное в их работах? Ну, тема победы, да, она вот всегда трогательная, да. И нынешнее поколение самое сложное в том, что была, ну, можно сказать, подзабыли, да, немножко. И преподавателям было очень сложно, что показывать там в видеороликах, как одевались, ну, быт какой был, да, в те времена. Это все показывали. И в итоге у нас получился такой замечательный выставка. Просим тоже подойти. Обратить внимание, да? Обратить внимание, да. На то, как молодое поколение сегодня видит, да? Ну, воспринимает, получается, тему победы. Ну, как мы уже сказали, концерт будет благотворительным, да? Куда пойдут все собранные средства, и возможно ли еще успеть купить билеты? Да, концерт благотворительный. Все собранные средства пойдут на восстановление, на реабилитацию участников специальной военной операции, да. Всех приглашаем на этот замечательный концерт юных талантов. Приходите, поддержите. Билеты можно приобрести на кассе Дома Дружбы народов и также на сайте ddn-afisha.ru. А время еще, напомните, во сколько? Время сегодня 18:30. 18:30 вечера, да, получается, 6:30, Дом Дружбы да. народов имени Да, Колокольского. да. Приходите. Не пожалейте, во всяком случае, посмотреть на творчество, мне кажется, его начальном проявлении. То есть только это, ну, возможно, мы увидим работы каких-то будущих талантов, прям, которые станут известны на весь мир, и тем более смогут через свое творчество продвигать тему победы. Это тоже очень важно. Ну, а вообще, в целом, если говорить о подрастающем поколении, да, вот у вас, наверное, огромный опыт, да, работы с детьми, да, вот насколько сегодня творчество, да, вообще популярно у детей. Все время родители говорят, сидите в гаджетах. Никто не хочет сегодня танцевать, рисовать, да, и как будто бы многие это все делают из-под палки, да. Но вот по вашему мнению, молодежь сегодня охотно обращается вообще к искусству и к творчеству? Да, я бы сказал, наоборот. Да, последние годы стало больше детей. При поступлении, например, да, в нашей школе и в других школах тоже возрастание есть. Ну, это с учетом того, что творческий человек, да, ну, во всем развит, можно сказать. И родители, конечно, тоже об этом думают и отдают
к нам. Да. Ну а вот как считаете, насколько важно объединять вот в одном событии, то есть все-таки это комбинировано. С одной стороны у нас вроде бы музыкальная, да, какая-то сцена, с другой стороны у нас изобразительное искусство. Казалось бы, ну да, это все из области творчества, тем не менее это как бы разные направления в какой-то степени. А вот насколько важно периодически вот их соприкасать вместе, и особенно для детей, почему это важно? Так, ну, это как бы не первый наш опыт, да, насчет объединить такие вот музыкальные и изобразительные искусства, да. До этого было у нас с ДШИ номер 1, да, тоже проект, коллаборация, можно сказать, да. И она пошла прямо на ура. И мы решили уже 5 школ объединить и посмотреть результат, как выйдет. Ну, мы уверены, наверное, что, конечно же, эффект не заставит себя ждать, да, но вот мы поговорим о талантливых ребят из Хатас, да, больше чем занимаются ребята там, и вот какие работы будут представлены на благотворительном концерте? Ну, из Хатас, вот как Николай Анатольевич сказал, участвовать будут на выставке. Тоже вот победители, не все, конечно, попадают туда, именно вот победители всероссийских, республиканских конкурсов. Также отделение народных инструментов представит оркестр, ребята трио баянистов представят тоже очень замечательный номер. И, конечно же, хореография. Хореография у нас в Хатасах, ну, вот, пользуется большим спросом. Конкурс большой при поступлении. Также по живописи у нас очень большой конкурс. Да. И также вот по окончании много ребят поступают в вузы, в СУЗы. Да, продолжают. Ну что ж, мы желаем аншлага, самое главное, чтобы все прошло замечательно, и детям самое главное понравилось. Вам, дорогие зрители, тоже желаем хорошего дня на сегодня, завтра увидимся.